Өзіміз отырып шай ішейік. Всем привет, я Княгин Нурлан, ваш финансовый советник, и это рубрика «Чай и шейк». На этой рубрике мы обсуждаем финансы, экономику, бюджет, деньги, инвестиции и все интересующие темы, которые вы оставляете в комментариях под этими видео. И сегодня обсудим с вами горячую тему, которая постоянно у нас в поисковике, в директе и в целом от моих подписчиков приходит. Это инвестировать в недвижимость или в акции. Разбогатею, если я куплю большое количество акций? Расскажите, пожалуйста, как мне стать богатым через ценные бумаги? Давайте развеем мифы. Когда мы говорим про инвестиции, вы, наверное, заметили, очень много таргета, курсов про инвестиции. Или люди показывают брендовые вещи, дорогие машины, виллы, квартиры в Турции о том, что я это заработал на акциях, на ценных бумагах. На самом деле инвестиция, слово инвестиция, говорит о том, что это приумножение капитала. Инвестировать можно как в недвижимость, в коммерческую жилую, как в бизнес, как и в барашков, в абрикосовое дерево. Инвестировать можно в землю, инвестировать можно в человека, инвестировать можно в YouTube-канал, например, или же в бренд, в Instagram, а также в ценные бумаги. Само слово инвестиция – это приумножение капитала, но самый популярный и, наверное, на хайпе – это инвестирование в ценные бумаги. Но если вы, ребята, не знаете, что такое акции, что такое привилегированные акции, облигации, брокерский счет, комиссия брокера, нужно ли платить налоги с прироста доходов от акций, облигаций, что такое спот, своп, опцион, фьючерсы и прочие ценные бумаги, то могу вам сказать, финансовый вам шапалах, когда у вас недостаточно знаний, недостаточный уровень финансовой грамотности, о каких инвестициях в ценные бумаги могут быть речь. На самом деле, если вы хороший эксперт и вы умеете инвестировать в ценные бумаги, зачем вам продавать курсы? Задайте себе вопрос. Тот, кто активно продает курсы по инвестициям, зарабатывает на инфокурсах, продуктах по инвестициям с целью приумножения своего же капитала в части продажи инфопродуктов, не всегда может быть эффективен в инвестировании в ценные бумаги. Потому что управление капиталом, управление активами, специализированные брокеры, трейдеры, у них вообще времени нету делать какие-то курсы. Они вовлечены тем, чтобы ваш портфель рос и получали вы постоянно дивиденды и хорошие деньги. Смотрите, когда мы говорим про инвестиции в ценные бумаги, приумножение капитала, получение доходов имеет место быть, но только в следующих условиях. Во-первых, когда у вас есть базовый уровень финансовой грамотности, когда вы не закредитованы, вы управляете своими доходами, со своей заработной платы, у вас есть дополнительный источник дохода. То есть, когда у человека есть свободный капитал, скажем, там миллионов 15-20, который ему в целом не страшно потерять, потому что у него есть резервный капитал, потому что у него достаточный уровень финансовой грамотности управлять своими деньгами, и он может попробовать один из видов инвестиций в рынок ценных бумаг, тогда да. Но что происходит сейчас? Насмотрится огромных реклам, таргетированных каких-то манипуляций от инфобизнесменов, и люди, закредитованные, с большими долгами, всю свою зарплату несут на то, чтобы, во-первых, купить этот курс и начать трейдить, либо же открывают брокерские счета, часто бывает попадаются мошенникам, начинают покупать акции, которые они не понимают, чьи это компании, начинают покупать облигации, другие ценные бумаги и ожидают манны небесной, что вложив 30 тысяч тенге, они заработают завтра 3 миллиона тенге. Это миф, ребята. Такого допускать нельзя. Инвестировать в ценные бумаги можно, когда, вот я сказала, вы уверены в финансовой грамотности, когда вы четко понимаете, что такое инвестиции в ценные бумаги, когда вы понимаете законодательство той страны, в котором вы открываете брокерский счет, когда вы понимаете, кто такой брокер, есть ли у него лицензии, какие вы риски несете, инвестируя в ценные бумаги, тогда да, вы можете делать шаги в инвестировании в ценных бумаг. В остальном, конечно, будьте осторожны, потому что большие деньги могут предлагать только мошенники, либо же нелицензированные брокеры, которые нацелены на том, чтобы заработать на вас. Будьте осторожны, если какая-то компания вам предлагает большие доходы за короткий срок, открыть брокерский счет, чаще всего это могут быть мошенники. Если у вас нет знаний проверить, есть лицензия у вас своего брокера и вообще он работает в рамках законодательства, то, конечно же, здесь однозначно нет. Поэтому первоочередно нужно повысить уровень финансовой грамотности. Второе – это обрести свободный капитал, когда вы готовы рисковать этой суммой денег. Инвестировать в ценные бумаги
Хорошо, если вы к этому подготовлены. Избегайте манипуляций, которые вам предлагают различные спикеры, различные, можно сказать, грубо сказать, инфо-цыгане в Инстаграме, в Ютубе. Пожалуйста, сфокусируйтесь на повышении базовой финансовой грамотности, и потом только вы сами поймете, обладая этими знаниями, нужно вам инвестировать в ценные бумаги или нет. Но самые распространенные и первые шаги инвестирования — это, конечно же, в недвижимость. Для среднестатистического казахстанца с средним уровнем финансовой грамотности и с доходом я все-таки предлагаю начать первый шаг в инвестировании с недвижимости. Там уже делится на жилую и коммерческую. Есть очень много государственных программ, которые позволят вам хотя бы начать формировать ваш собственный капитал, действующие активы и заниженные обязательства. Когда у вас положительный капитал, вы уже можете делать следующие шаги инвестирования в бизнес, в тех же барашков, в деревья, которые плодовые некоторые фермы предлагают, да, и в ценные бумаги. Өзіміз отырып, чай ішейік.